Теперь есть свое региональное отделение Российского исторического общества. К этому дню ученые, краеведы и культурологи шли более 5 лет. Впервые о необходимости создания такой организации заговорили на первом съезде историков республики. Однако из-за перестройки в науке и пандемии инициаторам пришлось торжественным моментом повременить. Долгожданное событие, первое учредительное собрание Коми-отделения состоялось сегодня в Доме дружбы народа в Коми. В каком направлении историки намерены работать дальше, расскажет Наталья Юрина. Русское историческое общество было создано в 1866 году. Тогда его основателями стали 12 человек. Это историки, военные, поэты и дипломаты. Идею создания такой организации поддержал лично император Александр II. После революции общество распустили, однако в 2012 году его официально вновь возродили. Сегодня на территории страны работают 50 региональных отделений. Свершилось. Коми-отделение стало 51-м в России. Инициатором его создания стал Коми-научный центр. Реализация идеи из-за перестройки в науке и пандемии заняла около 5 лет. На всем этапе сомнений не было. Идею поддержали на федеральном уровне. Преодолев небольшие трудности, желание научного сообщества стало реальностью. Учредительное собрание состоялось. Задачи общества, с одной стороны, очень просты, а с другой сложны и многоплановы. В принципе, это все, чем должны заниматься историки. Это и поддержка исследований, это помощь в внедрении их результатов в жизнь, в практику. Это поддержка культурно-просветительной работы, использование исторических знаний в образовательном процессе. Присоединиться к отделению Коми смогут краеведы, ученые, преподаватели вузов, представители общественных организаций. Глава республики Владимир Уйба в своем обращении отметил, что Российское историческое общество поддерживает научные исследования, образование, содействует изучению архивных документов и активно участвует в научно-просветительской работе. Уверен, деятельность отделения Российского исторического общества в Республике Коми внесет свой значительный вклад не только в изучение истории нашего края, популяризацию научных знаний, просвещение жителей республики, но и в патриотическое воспитание молодежи. Сегодня крайне важно воспитывать граждан России, которые знают о славных традициях прошлого своей большой и малой Родины и с глубоким уважением относятся к героическим свершениям предков. На учредительном собрании проанонсировали и новый труд, который выйдет в свет уже под эгидой республиканского отделения. Сейчас ученые трудятся над учебником по истории Коми-края для 6 и 7 классов. В дальнейшем список классов планируют расширить. История – это, скажем так, прекрасная наука, которую, естественно, мы должны поддерживать. Ведь у нас в этом году и 100-летие республики отмечаем. Это знаковое событие, что вековой юбилей республики мы создаем Коми, отделение Российского общества историков. Поддержать коллег приехали руководители отделения из Кирова и Удмуртии. Там РИО были созданы 5 и 3 года назад. За это время реализовали ряд крупных проектов, вошедших в историю. Сегодня историческое событие, потому что история, она всегда с нами, но когда она отливается в текстах, когда она собирается в виде делателей этой истории, это значимо вдвойне. Председателем отделения Российского исторического общества Коми избрали его инициатора. Им стал директор Института языка, литературы и истории Коми-научного центра Игорь Жеребцов. Впереди у организации много работы, от научного просвещения до организации конференций и экспедиций. Наталья Юрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.